несколько ясных слов, на некоторые из которых мы увидели на стенах офиса президента Украины не далее как... Ой, когда это было? Ну вот. Ну, несколько дней назад, несколько дней назад до 20-го, до 21-го. Как события вокруг офиса президента видится тебе, человеку, который смотрит это все равно? У тебя уникальный взгляд. Мне кажется, я понимаю, что это топ-новость для нашей страны. Потому что нельзя не спросить про это. Но вес этого события вот в глобальном раскладе, в котором мы находимся, он ничтожен. Если касается разрисованных стен, мне я это не поддерживаю. Я вообще считаю, у нас уже велике будівництво, а не велике малювання или размалювання сейчас в стране проходит. Поэтому мысли свои можно высказывать по-разному. Хотя, опять же, от того, что нарисовали какие-то знаки на стенах, понимаешь, вот это и есть технология. Почему я считаю, что тут что-то не совсем... Нет, дело в том, что люди пришли с тезисом волю Стерненка, справедливость для Стерненка, справедливость для всех, а теперь все обсуждают стены. Вот когда, понимаешь, обсуждают поэтому не форму, а не суть обсуждают. Поэтому я и говорю о том, что со стороны кажется, что это наш вот этот вот внутри украинский политический пасьянс, где каждый там пытается как-то подвинуть историю с политзаключенными. Это ужас для нашей страны. Или даже такое слово, да? Для нас политзаключенные всегда кто были и есть, да? Или, скажем так, это Крым, это Донбасс. Когда мы говорим о Антоненко, Стерненко, никто же не говорит о том, что они какие-то особенные, для них распространяется индульгенция. Никто этого не говорит. Просто, ребят, если даже глава МВД говорит о том, что решение принято под политическим каким-то воздействием в части Сергея, но, по-моему, мы все-таки не на правильном пути в данном истории. Вопрос. Да, вот это ключевой момент, это главная проблема украинской политической жизни. Мне кажется, это все-таки элемент постсовка, так или иначе. Очень любим мы все обсуждать форму и очень не любим обсуждать смысл. Потому что если обсуждаешь смысл, надо решение принимать. Конечно. Да? А форму обсуждать можно бесконечно. Что написали, там написали, выбил специально, хотел проникнуть, не хотел проникнуть, там, поджег он герб или поджег не герб, да? Вот, а хотел осквернить, хотел осквернить. Ребят, а если бы вот на этой стене было написано «Судова реформа», вимагаємо негайно, вчора, да? Мне кажется, это было більш доречно. Ну, той же краски стоит ремонт якобы столько же, понимаешь? Факт остается факт. Я просто привел пример к тому, что если суть обсуждать, это совсем другое дело вообще. Это вопрос краски, вопрос уходит на второй план. Отходит на второй план. Я сказал, что я против любых вот этих вот то, что идет в противоположную сторону от великого будівництва, то есть, но факт остается фактом, что вопрос не решен. Запрос общества, на этом Зеленский выиграл выборы. Он обещал людям справедливость, которая базируется на судебной реформе. Он этого не сделал. Это не сделал Петр Алексеевич, проиграл выборы. Зеленский хочет на второй срок. Внимание, что должно быть? Вопрос. Как вы себе это представляете? Если все останется так, как сейчас, людей, у которых и остается рейтинг, и так далее, и есть амбиции, вперед, тут вы не сможете пропетлять по этому пути. И сколько угодно можно разбить окон, с чего я не поддерживаю, или нарисовать слово из 3 букв на стенах, но это все ремонтируется и моется. А люди сидят в тюрьме. Там, где судебная реформа, и это ж не только люди в тюрьме, это отсутствие условий для ведения бизнеса, это отсутствие инвестиций. Это судебная реформа — это база всего. Конечно, это отъем денег, которые сюда кто-то привез. И это бедная страна. Это бедная страна, это недостаточно вооруженная армия, это всегда эти орки за поребриком, которые будут рассматривать как бы
в спальне Зеленского повесить триколор, где бы он ни жил. И не только его. И не только спальня. Вот. И не только Зеленского. Да-да-да. И да, опять же, может, я как-то так ерничаю, но я говорю абсолютно серьезно. Потому что, ну, логическая связь, она проста. И я не хочу, чтобы все свелось только к тому, что мы говорим, можно ли рисовать на стенах или нет. Есть масса способов коммуникации. Если приходит под офис президента не первый раз такое большое количество людей, то, наверное, представитель власти должен прийти и сказать: ребята, но вы знаете, у нас президент, во-первых, он не комментирует судебные решения, но он гарантирует вам справедливое разбирательство. Сам президент мог бы выступить. Вариантов очень много. Да. Но когда получается, что одна сторона, то есть офис, они делают вид, что ничего не происходит, а потом возмущаются, что написали слово из 3 букв на табличке. Но как бы... Если не то немножко слово, которое некоторые могут понять. Да, если вы сделали в своих головах монтаж и не помните все, что было перед этим, понимаешь, это политика и жизнь, это нельзя вот тут, мы тут чуть-чуть отрезали и вычленили, и давайте только об этом говорить. Меня такой подход не устраивает.